Всем привет. Крысы совсем потерялись. Мыши, крысы. Да. Бэтмен, тебя что ли опять выпустить? Такие сидят, кушают все. Такие умные. Вот сейчас кормежка у нас. Пойду кабанов, павлинов, куриц. Ах вы, нифига себе! Ты чё потерялась совсем? Это что за мышка такая? Это что за порода, интересно? Офигеть, ты не боишься, жрешь, сидишь. Ты чё, потерялась вообще, что ли? Интересно, что это за порода такая мышей? Сейчас я вспышку включу. Присосалась, смотрите на нее. Блин, и убивать вот так жалко, рукой ее шлепать. И это там лазит. Это же не крысы. Правильно? Но она размером больше обычной мыши. Или это крысеныш маленький? Да, это маленький крысеныш, походу. Офигеть. Ты, крысеныш маленький. Залезли. Вы посмотрите, как они пожрали это все. Вот он близко на вытянутую руку со мной. Вон они, маленькие крысеныши. Это крысы, походу. Поправьте меня, если я не прав. Так, ну надо тебя соболю сейчас закинем, поймаем. Давай, сейчас мы тебя поймаем. В общем, как услышали, что хочу их скормить, все посваливали. Прям резко. Да. Монька, все в сборе, всех кормить сейчас буду. Соболюшка у нас уже готов. Же маленький крысеныш. Ну, смотрите, какой огромный уже стал. Ну как огромный, по сравнению с крысой какой-нибудь. А с оттепель я вот выключаю днем морозиловку, чтобы меньше света мотало. А ночью вот так вот включаем и смотрим, сколько там градусов. Мне было 16, когда я выключал. Сейчас минус. Ну вот минус 9,5. Через буквально час будет 14, 13-14 градусов. Вот, отлично. За день, в принципе, нормально, не сильно упала температура. Ну что, сейчас буду всем фарш раздавать. И еще корма плюс сверху сухого. Пока вот все нарубил, раздал вот этим всем ребятам. Куба отжала лунки. И все спокойно смотрим. Буквально прошло минут 40. Уже вот 13 градусов. Даже быстрее набралось, чем я думал. Поэтому вот так можно экономить зимой. Очень хорошо. Алита вон загавкала, зовет уже все. Все меня зовут. Вон у нас елочки посажены. Сосны точнее. Погнали. Буду мешать, чередовать корм и мясокосный фарш, чтобы стол был оформленный, нормальный, не жидкий. Вот так мы везем тележку. Сейчас будем везде свет включать. У нас, видите, снег сегодня выпал. Я думаю, он растает, наверное. После вот этого угла мы идем к Братишу, потом к гибридам и к тайге. Вот в этот вольер кормим. Потом мы идем к волчатам, потом идем к вольнику, туда, к Ете, к Алите. И самая троица, которая у нас лютая, она кушает самое последнее из собачек, в общем, из волков.
Из всех, в общем, волков, гибридов, собак. Так нельзя, тихо. А дальше в конце самом мы идем к курям, подкладываем. И кабаны вон стоят уже, ждут. Я им запарил, покажу вам. Посмотрите, как ждут. Сейчас. Всем хватит. Ну давайте пораздаю, а куда корм в этот наступил. Так, первое, кто у нас? О, давай. Так, забирает маламута. Так, тайга. Чуть поменьше кусок. Так, дальше у нас балта. Хороший кусок. И братишу, наверное, самый большой. Тихо. Да хорош ты, на, забирай. Вот так, умница. Так, ну и сейчас я корм пойду им насыплю. Туда в миску уже кто поест, доест фарш, приступит к корму. Так, захожу я в вольер. Вот видите, миску забрали. Вон братиш стоит, ничего не понял. Братиш, чё, газанешь на меня, нет? И свиньи такие кве-кве газуют. Хвост поднял, посмотрите на него. Всем видом показывает, что давай сваливай отсюда. Сейчас я им сюда вот так положу мисочку корма. Оп, бежит. Тихо. Ух ты. А, это ты, Балка, я тебя уже испугался. Смотрите как. Иди сюда. Оскарик. Тут не успеешь оглянуться, уже, блин, задницу надерет. Сейчас. Что вы там, видите, там свет включен. Так красиво стало. А, с той стороны не включил, ё-моё. Ну ладно. Что, не буду отвлекать? Оскар. Посмотрите на меня. Оскар. Вот меня кто-то спрашивал, заходишь в вольер к нему? Вот так, да, захожу. Когда он там вдалеке. Но только я приближусь, так, смотрите. Ну, как бы, я понимаю, что он нападение сделает конкретное. Посмотрите на него. Вот он идет. Мне потихоньку надо сваливать. Ну, реакция его понятна. Себя, естественно, показать он хочет. Но он очень огромный. С ним выяснять я ничего не хочу. И нет желания. У нас здесь, как говорил уже, не как приручить дракона, а больше создать им условия, этим драконам, чтобы они себя прекрасно чувствовали. Вот и все. А вот эта палка, кнут, это не для волков. Вот кто бы что там ни писал, всякие ребятки, которые умничают, что кнут и пряник подействуют на него. Ничего такого не подействует на него. И не кнут, и не пряник. Братиш, мириться будешь? Он не хочет со мной мириться. Он уже понял, что я опасаюсь его, что я не хочу к нему заходить, не иду с ним на контакт, который шли. С Акелой, когда он так делал, я с лопатой заходил и отбивался от него. Но этот прям целится конкретно. Он как будто прочухал уже все. И он у меня не с детства, поэтому я не могу так рисковать. Оскар. Так, ладно, сейчас насыплем корма. Тайга отжала, не успел заснять. Эти двое ребята вон ели. Смотрите на них, как они психуют друг на друга. И тайга подбежала, начала нюхать. Оскар схватил ее. Ну, поперхнулась, что ли. И она дала ему таких пилюлей. И все, и Оскар отстал. Че, не в то дыхание пошло? Тайга, аккуратнее ешь, блин. Ну все, не съешь, но насытишься немного хоть.
Оскар, иди сюда, Оскар, иди сюда. Иди кушай. Иди, вот кушай. Чуть-чуть поешь это все. На, красавец. Погнали дальше. Наслаждайся, тайга. Вот у нас Алушечка. Тоже дал им всем одинаковую еду. Там корма насыпал. Но предпочтение мясокостный фарш, чем корм. Это у нас самая лютая дальнобойщица. Переходите на Yamal Hunter, посмотрите все, как она себя ведет в лесу. Я ссылочку, не ссылочку, а здесь оставлю. Можно будет перейти в конце видео. Это у нас лорд Куба Синай. Посмотрите, какой мощный. Он будет участвовать у нас 26 ноября на выставке. Всех приглашаю, кто хочет со мной пообщаться. Мини-фан встреча, поболеть за наших валендов. Будет участвовать лордик. В юниорах также вольник будет участвовать. Там сидит, подойду, сейчас покажу. И лис Баунти. В общем, на заявке 4 валендов. Приезжайте, болейте. В общем, за наших. Это акула у нас тоже дальнобойщик. Вот эта троица, она самая такая лютая, самая мощная, самая дальнобойная, самая поисковая, компасовая, как я не знаю еще назвать. В общем, все 3 альфочки тут сидят. Прекрасно себя показывают в лесу. Приходите, смотрите, в общем. Так, сейчас дальше пойдем. Ну, эти, понятно, хорошо себя показывают. Сейчас мы пойдем ко всем остальным. Сейчас еще Луйку, Алитку чуть засниму. Покажу вам. Их не буду выставлять на выставку. В общем, банда волков. Вас рассаживать надо будет. Вы в альфундике. Куда вас садить только? Некуда. Глаза светятся у волков. Луйка. 2 раза подряд находила лося и гнала. И облаивала. Также на видео все это запечатлено. Алитка тоже молодец. В общем, хорошо себя показывают. Умницы мои. Охотницы. Алитка отобрала. Видите, подчинение идет. Луйка хвост отпустила. Алита, красотка моя. Какая ты красотка. Ажу, ажу, ажу. Ай, молодец. Ажу. Че хочешь, погладите? Или выпустите? Погладите? Ты. Красота. Вот как к нему заходить, а? Скажите, как, скажи, заходить к нему? Ах, ты целишься, да? Так, дальше пойдемте. У нас Ария, арктический волк. И наполовину Арктика, наполовину канадец. Сейчас вам всем раздам. У вас воды нет, да? Водички вам надо. Чего, Арюшка моя? Сейчас самые большие вам куски волкам. Вот он. Первый у нас забирает всегда черника. Вот смотрите. Раз. Все, черника забрала. Вторая Ария забирает. И сейчас может подскочить, кстати. Вон забрала Ария. И третий у нас наш арктический волчонок, который полностью слепой на один глаз. Вот он наш светлый. Полностью на один глаз слепой, на один глаз у него 90% зрения нет. Вот, скоро будем делать сбор на операцию. Спасибо всем заранее и огромное за поддержку колоссальную. Надеюсь, мы быстро и своевременно соберем эти средства и сделаем нашему арктическому волчонку самое соколиное зрение. Кстати, говорили, что там какие-то диоптрии, или как она там называется. Сказали, будет зрение лучше, чем у любого волка. Как в прицеле. Как орел, в общем, будет видеть. Что вы, едете, здоровяки вон сидят, посмотрите какие.
Вот кто сюда приходил, не даст соврать, в комментарии напишите, какие они размером. Я думаю, они по росту, наверное, практически, может быть, догоняют алабаев. Высокие, в общем, кобели, высокие. Вон вольник, вон вольничек, который молчит. Он будет тоже в выставке участвовать. Надеемся, хорошие фотографии поделаем. Сейчас, этим тоже надо насыпать корму, воды принести. Тут у нас первый ест Йети. Он у нас альфа. Вот им большие тоже куски, потому что они большие у нас. Так, вон он, хоп. Видите, раз. Ему хватает понюхать. Ты чё? Эй! Видите, отдал ему. Он думает гулять, наверное. Гулять мы не идем. Давайте. Вот так вот. Вообще он первый ест. Но он и подошел, этот не стал есть. Сейчас вам корма насыплю. Вы пить не хотите случайно? Сейчас проверим. Нет, пить есть, все хорошо. Видите, не разливается, нормально. Надо этим принести волкам попить. Корм сейчас разлью еще. Как жадно ест корм. Черничка наша. Черничка. Какая ты жаднюга. А? Глотает. Смотрите на нее. Здоровенная должна быть волчица. 6 месяцев уже, я не знаю. Ну, крупненькая, не маленькая. Обычно взрослые волки такого размера, даже меньше самки. Она вон на вид все 50-60 килограмм, а так, естественно, она килограмм может 30 весит. Так, ну что, еще досыпаем сейчас. Вот у нас Йети. Красавец какой. Зубы у него, конечно, огромедные. Зубы огромедные и силище неимоверное. Вот как говорил этот Петр Николаевич Окуловский. Я говорю, а как вы так делаете, что у вас вот чистокровные лайки, вот морды волчьи, вот у него есть фотографии там. И были, он рассказывал про свои, говорили, подходили в аэропорту, фоткались. И были такие прям, говорит, ну очень похожи на волков были. Я говорю, как вы так делаете? Он говорит, когда рождается выродки, он как-то вот так сказал. И вот неимоверной, говорит, красоты, вот не похожи на других. И вот Йети, вот он один из тех, который не похожи на других. И он потихоньку становится реально лебедем. Вы посмотрите на его лапы. У него лапище, я даже не знаю. Я вам скажу, он огромный. Дай лапу, дай лапу. Дай лапу, ты же умеешь. Ай, подожди, дай лапу, лапу дай покажи. Ай ты, малой здоровенный, малой здоровенный. Покажи свои клыки, покажи свои клыки. Вон, посмотрите на лапу его. Просто вот, смотрите, дай сюда, дай лапу. Посмотрите его лапу. О, смотрите на нее. Это просто, это куда видимо, такая лапа, покажи. Вот она. Смотрите, какой огромный западник. Красавец мой. Как хорошо, что я его в детском возрасте не продал. Просто подарок судьбы. Подарок от Бога. Да. Ты отдай один кусок, не твой. На. Этот тоже, кстати, крупный. Он пошире, кстати. Такой же размером, только пошире. Все-таки волчье дало. Башка пошире. Это чуть-чуть такой, как гончий. Но я думаю, сейчас наберет к зиме еще и покажет. В лесу тоже себя хорошо показывает. Пока не так дальнобойно. Но 200-300 метров тоже очень хорошо. Лося еще не видел, не облаивал. Не знает. Кабанов видел. Вот у него был отменный результат. Ну, в общем, такие дела. Кому интересно, я готов к сотрудничеству, к охоте. У кого есть какие угодья, приглашайте. Буду рад поохотиться, показать своих собак. Ух какой. Машина. Да, машина. Смотри, какие лапки. Ай, ты подожди ты. Тихо ты. Хорош, соскучился. В общем, буду рад, кто пригласит. Покажу своих собак. Кабан, лось, без разницы.
Буду молодых брать и показывать, как натаскиваю, как собаки ходят, что они делают, чтобы потом не говорили, что да что ты дворняк там разводишь и тому подобное. Но это не от большого ума. Кто знает, что за собаки, молча приезжают, кладут на стол деньги и уезжают, сытые и довольные. А кто не знает, тот и будет всякую чепуху молоть. Ну или у кого денег нет. Одно из двух. Да? Едьте. Едьте. Он у нас поедет к ежевике. К ежевике поедет, наверное. Да, если мы с Дмитрием Пановым не договоримся с канала «Охота в России» на азарта, это Александра Зубова собака, то поедет у нас Йети, гигант. Ну, конечно, хотелось бы азартом, потому что у нас впереди у него большое будущее, да, большое будущее по вязкам, поэтому, чтобы разные крови немного были, хочется азартом повязать и вот от сестры Акелы забрать себе потомство. Весь помет буду забирать, поэтому, ну, может, Артур себе оставит одного щенка, если черный будет, сказал, оставит, поэтому интересно очень. Ну, посмотрим, если нет, то поедет тогда Йети. Он, конечно, красавец. И ты красавец, и ты мой красавец, и ты мой красавец. То там, то там, то там. Вот они в лесу, им легче всего бегать в лесу. Вот говорят, что ой, большая собака, им неудобно. Я вам скажу, маленькие быстрее устают. Намного быстрее устают. Хоть они энергичные, мощные, но эти, я не знаю, вот я вот смотрю на них, они просто эти бревна просто перешагивают. Когда маленькой собаке, да, надо запрыгнуть, спрыгнуть с этого бревна. Она больше силы и энергии тратит в лесу, наверное, в раза 2. А эти большие им намного легче на самом деле. Это как сравнить лося, наверное, и, не знаю, там, коротконогую корову. Или просто корову. Вон Ари охотится на этих кобелей волкодыбом. Смотрю, это молодежь. Пустая миска, уплели. Сейчас еще одну насыплю тогда. Да, чтобы покушали. То что-то вы это... Кому-то не досталось, походу. Кто сожрался, а? Тайга, ты что ли? Ты не могла столько съесть. Так, ладно. Братиш, только тронь ее. Получишь по щам. Тайга, ну дай поесть тоже. Молодежи-то, что гоняешь, молодежь? Да, они, конечно, одеты очень хорошо. В альфундике. Прям шикарно. Как и волки. Так, теперь у нас последняя стадия. Ну, предпоследняя. Наша скала. Вот она и Эверест. Вот им куча мала, зерна, комбикорм, фарш. Там рыба красная, остатки картошки. Ну и все такое свежести. Хорош ломать. Хорош. Хорош, говорю тебе. А потом мы за водицей пойдем. Так. Ну не ломай. Ты чё? Сломаешь мне сейчас все тут. Надо менять, походу, вот эту вот огородку. Она слабенькая, он гнут ее. Да хорош ты. Хорош, говорю. Попробуй только укусить. Да куда ты? Куда? Куда пошел? Куда? Куда? Я тебя не разрешал никуда. Пойдем. А попробуй укусить только, а то любитель пощипаться. Подожди. Так, уйди, скала. Так, что вы тут сейчас мне наделаете дело? Да подожди ты. Так вот. Вот. Хорошо. Во. Самое сочное, походу, тебе. Малой. В натуре.
И свеколка, да? Видишь, как ты? Вот так я по бочочку их чешу. До этого бодались, сейчас не так бодаются. Вот они. Скала, Эверест. Каждый день вот так чухаю, захожу. Да, бывает без настроения. Бывает с настроением. По-разному. Так вот. Если поснимаем. Так, у меня это больная рука, смотри. Не дернись. Вот так вот. Бочочку. Потом вот так вот. У нас скала. Школа дома, девочка. И ты. Какие вы вкусненькие. Вас бы покушать всех. Да? Вкусняшки. И такую еду еще едите. Экологически чистую. Что? Ваше мясо, наверное, такое будет сочное. Да? Эх, нет уже. Не вариант. У кого-то, может, слюнки, да, потекли от шашлычка с кабанятиной. Не, вас в обиду не дам. Не дам вас в обиду, не переживайте. Красавцы мои. Вот сейчас будет часа 2 ходить, вот так по чуть-чуть жевать. Ну, часик точно, наверное. Бывает долго потом, то, что рассыпят, подбирают, ходят. В общем, кормежка занимает вот такими темпами часа 1,5, минимум 2. Если рубка конины, какой-нибудь говядины, баранины замерзшей или еще какого-нибудь мяса, то занимает еще где-то на минут 40 дольше. Это вот вечерняя такая прогулочка у меня. Красавцы. Уже выросли, наверное, в раза 2. Надо другое корыто купить. Да? Скала и Эверест. Тут у нас павлины. Разлил воду, в общем, всем. Сейчас забыл совсем, надо помыть еще вольеры. Но я их мыл вечером, но они после еды опять там наделали. Надо будет промыть их, чтобы чистенькие на ночь были. И все. И убрать полностью шланги, керхер, потому что уже холодно. Доставать только в тех случаях, когда оттепель будет. И в принципе все. Можно идти заниматься делами по интернету. Им, наверное, выше надо было жердочку делать. Прямо на самом верху. Потому что они на такую маленькую не очень им нравится запрыгивать. Что вы слышите меня? Вот это вот самец. Видите, вот он. Вот это вот самочка. Видите, хвост у нее короче. А вот это вот длинный хвост. Они отличаются. Самка тоже очень красивая. Так, я вас закрою, наверное. Да, вы съели тут. Водичка стоит. Так, это под низом у вас. Еда. Куда-то ее вон отнеси. Все съели, офигеть. Так, на кого-то там лают. Кого-то облаивать надо будет ходить. Иногда бывает, всю ночь не спишь. В час ночи, потом в 3 часа ночи. Прям разрывается, выходишь, да никого. Уже тепловизор выходишь, берешь, все равно. Вот бывает бессонные ночи. Не-не-не, давай обратно. Сейчас я вас прикрою. А то уже холодно становится. Жердочку просто открою им. И все. Так нормально будет. Жердочкой. Как у кур. Но у них еще инфракрасного этого нету. Поэтому, в принципе, не сильно у них там тепло. Но все равно хоть что-то. Хоть от ветра спрячется. Здесь надо тоже лесенку сделать. Все, руки не доходят. И им надо сделать. Как только руки дойдут. А, да ну нафиг. Офигеть, это что такое? Сдохла курица. Обклювали ее. Офигеть, что я сейчас заметил. Это что такое? Ё-моё. Что за страсти мордасти на ночь? Кому-то повезло из питомцев. Главное, чтобы не дать и не заболел кто-то. Что это такое вообще? Вроде бы и витамины уже, и все им туда, а им... Это что за курица вообще? Смотрите, как склювали. Офигеть. Полностью серенькая. Вот как раз говорили,
Болела она. Вот она, всю ее поклювали. Курицы свои же ее истоптали. Смотрите, глотку, все, в общем. Вы ганнибалы, ё-моё. Там еще вот 3 или 2 греются под низом. Надо их выгнать оттуда. Вы случаем не болеете тоже, а? Что-то она не... А, вон спит. Да. Что-то их как будто это выгнали. Да что такое? Ну, бывает, что. Память, как обычно, закончилась. В общем, всю ее ободрали. Не знаю, блин. Кому ее дать? Может, свиньям дать? Они тоже любят курицу. Но я им и так столько насыпал. Так, этих сейчас перегоню туда вовнутрь. Ничего. Тихонько. Все равно, пока справляюсь, все хорошо. Конечно, просто уделяешь этому времени 24/7. Добавилось работки, но... Братиш, тебе повезет, нет? Давай лучше ты сожрешь, ты точно не заболеешь. Эти по-любому охламоны. Не такой иммунитет, как у тебя. Иди сюда, иди. Смотрите. Сейчас от братиша, ух ты здоровый. Ё-моё. Все, ребятишки. Вас нету. Побежали к нему. Он не отдаст. Волк не отдаст уже им. Не отдашь, да. Смотрите, а то еще получите. Сейчас выдернем кусок. Оба! Смотрите, какой Оскар бесстрашный. Молодец. Вообще не боится. Оскар, ух какой. Не, им еще до братиша расти и расти. Бошки только вот широкие. А по холке еще не догоняют его они. Ну почти. Так, пойду выгонять тех куриц.